У меня есть исключительно ценное сообщение, которым я хочу поделиться с вами. Если вы обратите внимание на конец, вы испытаете множество благословений. Каждое слово твоей молитвы дошло до меня. Вы признались в своем отчаянии. Вы высказали, что больше не можете, что потеряли смысл жизни. Вот почему я здесь, чтобы быстро предложить вам ответ, который вы хотите. Примите это с глубокой верой. Пусть это будет проявлением моей любви к тебе, моего внимания к твоей боли и моего постоянного и реального присутствия в твоей жизни. Эти слова вселят силу в ваш дух и решимость продолжать идти вперед. Ваше путешествие должно продолжаться. Почувствуйте любовь настолько глубоко, чтобы никакие препятствия, проблемы со здоровьем, финансовое положение или потеря имущества или работы не могли вас напугать или развеять усталость. Не сомневайтесь на своем пути, особенно сейчас, когда вы близки к достижению своих целей. Не пренебрегай своей невероятной судьбой. Даже не думайте отказываться от этого. Помните, я единственный, у кого есть сила, желание и знания, чтобы защитить вас. Я точно знаю ваши потребности и отреагирую на них в нужный момент. От моего небесного престола принимаю молитвы и заступления горячо молящихся о тебе. Многие любят вас и борются за вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Если кто-то унижает вас и решает не идти с вами, позвольте ему идти своим путем. Ты никого не умоляешь, не опускайтесь до выпрашивания ласки у тех, кто смотрит на вас с гордостью, считая себя хозяевами вашей души. Ты мой, я принадлежу тебе и не хочу, чтобы ты унижался, ища крохи любви у тех, кто тебя презирает. Душа твоя драгоценна, и если ты поверишь моему слову, я буду держаться подальше от тебя тех, кто толкает тебя на несчастье и не любит тебя по-настоящему. Я воспитаю тебя таким образом, что те, кто тебя обесценивает, будут плакать от боли и сожаления, осознавая, какую огромную ценность ты для меня имеешь. Сияющее счастье, которое вы испытаете, вызовет в них страх, когда они поймут, что рядом со мной вы будете наслаждаться вечной жизнью, в то время как они столкнутся с последствиями своего выбора. Я благословляю вас за то, что вы выслушали меня. Никогда не забывай моих слов. Держи голову выше, ваша ценность неоценима. За тебя я заплатил самую высокую цену. Заявите, что вы не откажетесь от своей веры. Расскажи, напиши, признайся мне в любви. Не устанавливайте ограничений на мою сверхъестественную силу, я могу творить чудеса, большие, чем может себе представить ваш разум. Не позволяйте вашей вере формироваться мыслями других. Не заблуждайтесь, думая, что в прошлом я творил только чудеса. Я не творю чудес для тех, кто использует мое слово только для того, чтобы похвастаться или почувствовать себя выше других. Некоторые выдумывают факты и кричат с крыш о авторитете, которого у них нет. Мой Святой Дух никогда не будет сопровождать высокомерных. Я делаю невозможное и необыкновенное в искреннем и смиренном сердце, умеющим ожидать и ценить каждое полученное благословение. Будьте частью смелых людей, которые с искренней верой стучатся в мою дверь. Многие зовут и зовут, но сомневаются, будут ли они услышаны, другие сдаются, как только я открываюсь, а некоторые, обманутые врагом,
даже не пытаются. Но если ты постучишься в мою дверь, будь очень готов расширить свое пространство, подготовьте свое сердце, сообщите своим близким, что великое благословение уже в пути. Но остерегайтесь долговых ловушек, они не будут частью моего обещания. Мои пожертвования полные, без комиссий и долгов. У меня есть для вас уникальный и эксклюзивный подарок. Не желай того, что есть у других, ибо для тебя у меня есть гораздо больше. Ваша вера и убежденность сворачивают горы. Я могу полностью исцелить вас, гармонизировать ваш дом и восстановить разорванные связи, если вы того пожелаете. Я могу освободить тебя от любого вредного порока или привычки. Вы были созданы, чтобы быть свободными, а не жить привязанными к пристрастиям или внешним влияниям. Я имею право направлять вашу жизнь. Моя миссия с тобой вечная, а не только земная. Если я благословляю вас здоровьем, мудростью и ресурсами, то только для того, чтобы вы могли стать источником благословения для других. Вы были очищены, прощены и укреплены. Я не могу дождаться, когда вы увидите и примете гигантские и чудесные чудеса, которые я приготовил для вас. Скажи сейчас, что ты веришь в меня. Пусть ваш голос и ваша жизнь станут свидетельством моей огромной любви и силы. Осмельтесь поверить, ведь я с вами на каждом шагу готов творить чудеса в вашей жизни. Скажи вслух, что ты веришь в меня. Я восстановлю твою жизнь, твое здоровье, твои финансы и твое сердце. Помните, я никогда не терплю неудачу, доверьтесь и держитесь этого слова с верой и терпением. Я всегда отвечу твоему сердцу чем-то гораздо лучшим. Я также хочу сказать, что действительно стоит уйти от того, что причиняет вам боль, от ситуаций, которые вас напрягают, от людей, которые не приносят вам никакой пользы, которые высмеивают вашу веру и принижают ваши мечты. Потому что они хотят, чтобы вы жили по-ихнему и забыли мои истинные обещания, которые дадут вам жизнь, свободу, силу и безопасность. Внимательно слушайте каждое сообщение, которое я отправляю от начала до конца. Каждое слово, которое вы услышите, укрепит вас, мой Святой Дух запечатлеет их в вашем сердце, чтобы вы помнили и обретали мир в своем духе, даже среди скорбей. Примите этот вызов, подчиняйся моему приказу. Это свет вашего пути, щит от нападений врага, безопасность вашего будущего, сохранение вашего дома, гармония в вашей семье, здоровье и спокойствие вашей души. Я хочу, чтобы вы слушали меня, ничего не пропускали, делились со своей семьей и вспоминали эти слова вечером перед сном и каждое утро, когда просыпаетесь. Нет необходимости жить в тревоге, не привыкайте к эмоциональным страданиям, не принимайте глупые слова других людей. Не открывайте свое сердце чувствам других, не принимайте бремени, которое не ваше. Твоя жизнь начинается в моем присутствии. Дайте мне первое место, и я дам вашему уму возможность понять, на чем вам нужно сосредоточиться. Я хочу, чтобы вы обрели мудрость, открыли свою Библию и узнали из моего святого слова гораздо больше, чем вы уже узнали. Я желаю, чтобы ваш дух был готов встретить этот день счастливым и окрепшим,
чтобы ваши руки были открыты для получения стольких прекрасных благословений, которые я уже положил на вашем пути. Не бойтесь людей, обладающих властью, не стыдись просить еще один шанс. Если вы потерпели неудачу, если вы обидели тех, кого любите, и если вы увлеклись своими эмоциями и совершили ошибку, приходите без страха, я не отвергну его, потому что знаю ваше сердце и ваше глубокое желание исправить свои прошлые ошибки и выправить кривые пути, которые привели вас куда-то еще. Вы пришли с искренним отношением и желанием перемен. Вы хотите поступать правильно, и через вашу чистую душу и преданное сердце я исцелю вашу землю, очищу ваше прошлое и принесу вам большое процветание. Посоветуйтесь со мной, прежде чем влезать в долги. Не подписывайте никаких бумаг, не преклонив колени в серьезной и искренней молитве. Не отдавайте свои деньги мошеннику, который обещает их приумножить. Не попадайтесь в лапы злых людей, которые заставляют вас верить, что они умнее вас, и которые хвастаются ложной властью и коррумпированной властью. Не поддавайтесь соблазну блестящих украшений, дорогой одежды, ненужной роскоши или вводящих в заблуждение историй о процветании. Я желаю, чтобы вы и ваша семья были обильно благословлены распространять добро, быть рукой помощи в своем сообществе, раздавать благословения тем, кто в них больше всего нуждается. Чтобы у них ничего не было недостатка, и чтобы коллекционеры не причиняли им неудобств. Будьте дотошны и мудры, спокойно и проницательно управляйте благословениями, которые я изливаю на вас. Вас ждет исключительное благополучие, безграничное удовольствие и неприходящее счастье. Каскад чудес и благословений вот-вот развернется, и если вы потратите время на просмотр этого видео полностью. Верьте в чудеса, которые случаются, доверьтесь божественному вмешательству в будущем, наполненном процветанием, любовью и исполнением ваших самых сокровенных желаний. Прежде чем эта неделя закончится, я, всемогущий, и залью на вас обильные благословения, буду способствовать любовным отношениям, стимулировать финансовые прорывы и открывать возможности, которые изменят ход вашей жизни. Широко откройте свой разум, чтобы получить обильные благословения, которые готовы излиться на вас. Ожидайте неожиданных подарков и безудержного притока любви и изобилия, которые наполнят вашу жизнь. Когда мы приближаемся к порогу 2024 года, представьте себе год, наполненный безмятежностью, благословениями, позитивом и каскадом хороших новостей. Подтвердите свою веру сейчас, сказав: «Я восприимчив к нескончаемому потоку любви, исцеления и изобилия, которого я действительно заслуживаю». Распространите это утверждение веры на всю свою семью, веря, что чудеса произойдут именно тогда, когда они необходимы, и все во имя Иисуса. Я здесь, чтобы улучшить ваше финансовое положение, ваше здоровье и ваши отношения. Моя цель – принести благословение и изобилие вам и вашей семье, готов облегчить любую боль, которую вы можете пережить. На горизонте появляются возможности и благословения, рассеивающие негатив из вашей жизни. Бог активно участвует в улучшении вашей ситуации, обещая жизнь, наполненную изобилием, спокойствием и исцелением. Напишите «Бог со мной». Бог умоляет вас сегодня открыть свое сердце
и разум предстоящим чудесам, поднимая вас умственно, физически, духовно, эмоционально и финансово. Ангельские силы были посланы, чтобы позаботиться о ваших финансовых обязательствах и защитить вашу семью от негативных энергий. Эта неделя знаменует собой начало этапа полного позитива, здоровья и успеха. Столкнувшись с трудностями 2024 года, приготовьтесь к значительным преобразованиям, прорывам и финансовым чудесам. Ожидайте улучшения здоровья, занятости, бизнеса, отношений и финансового положения. Сегодня я предлагаю вам мир, исцеление и победу, готовя вас к благословениям, которые произведут революцию в вашей жизни. Врата небес приоткрыты, резонируя с полномочиями, изливая благословения, как духовные, так и финансовые. Ожидайте исцеления и улучшения вашего здоровья, финансов и отношений, и все это во имя Иисуса. В своем всемогуществе я являюсь кормильцем, целителем, восстановителем и подателем обильных благословений. Отдайте все мне, и вы принесете процветание в свое земное существование, пока будете собирать сокровища на небесах. Боль превратится в силу, а трудности в благословение. Ожидайте множество благословений, прорывов и чудес, превосходящих ваше воображение. Я здесь, чтобы облегчить вашу боль, восстановить утраченное и предоставить вам необходимые финансы. На горизонте ожидаются благоприятные события и божественная милость. Развивайте веру в то, что Бог превратит вашу печаль в радость, создав возможности и уникальные возможности исключительно для вас. Вас и вашу семью ждут знаменательные события. Вас ждут чудесные сюрпризы, вас ждут хорошие новости, радостные времена, позитивные отношения, крепкое здоровье и обильные благословения. Приготовьтесь к значительным позитивным изменениям в ваших финансах, отношениях, карьере и здоровье. Повторите в унисон со мной эти слова. Я ценю те деньги, которые у меня уже есть, и готов приветствовать еще большее финансовое процветание в 2024 году. Божественные благословения потекут, прокладывая путь к божественному исцелению, поддержке, защите и руководству. Помните, вы никогда не пройдете это путешествие в одиночку. Господь обещает вечное общение, обещая быть рядом с вами во время конфликта и принести мир и радость в вашу жизнь. Вступите в период, отмеченный ответами на молитвы, безграничным миром, обильными благословениями и пространствами, помазанными для вас Богом. Вы больше не будете застрять в нищете, дефиците или болезнях. Станьте свидетелем метаморфозы от отчаяния к необычайной радости, от боли к исцелению. Введите 7777, чтобы получить его. Господь заявляет, что Бог стремится восстановить то, что было потеряно, и исцелить то, что было сломано. Теперь пришло время выздоровления, поскольку Бог собирает кусочки вашей жизни воедино. Господь активно организует преобразование вашей жизни, превращая печали в радость, а неудачи в пробуждение. Если у вас есть любовь к Богу, рассмотрите возможность подписки на наш канал. Выразите свои мысли, заявите об этом космосу, ибо ваши слова обладают неизмеримой силой. Решительно заявите:
моим финансовым активам суждено вырасти за пределы моих самых смелых фантазий. По милости Божией на этой неделе я зарабатываю $10 миллионов, достигая пика в 2024 году, когда я поднимаюсь до статуса миллионера. Приготовьтесь к сезону прогресса, когда надежды и желания сбываются, а вместе с близкими одерживаются невероятные победы. Вот 5 вещей, которые Бог хочет, чтобы вы знали сегодня вечером. Во-первых, доверьтесь Богу, что Он поможет вам пережить это время. Отдохни в Его объятиях, и ты исправишь то, что сломано. Во-вторых, все произойдет по Его плану. Бог понимает грандиозность вашей мечты и не разочарует вас. В-третьих, когда вам захочется сдаться, Бог даст вам силы продолжать. Он подарит тебе радость, когда ты унываешь, и создаст путь там, где его, казалось бы, нет. В-четвертых, исцеление уже на подходе. Вы выйдете из борьбы лучше и устойчивее, чем когда-либо. В-пятых, сосредоточьтесь на Боге, а не на своих проблемах. Не отвлекайтесь на бури вокруг вас. Вместо этого сосредоточьте свой взгляд на Господе, вашем Боге Иисусе Христе. Введите 9999 для подтверждения. Враг может радоваться вашим неудачам и разочарованиям, но не расстраивайтесь, ибо ваше время близко. Бог организует все в вашу пользу, готовя вас к еще большей победе. Вы встанете, восхваляя Его и радуясь Его благости. Этот месяц будет для вас удивительным. Я верю, что Бог благословит вас духовным и финансовым ростом. Ваше тело, разум, сердце, семья и отношения будут исцелены и восстановлены. До конца месяца Бог совершит что-то чудесное в вашей жизни. Бог говорит вам сегодня, когда вы путешествуете по жизни, помнить эти слова. От меня вы находитесь на пути к тому, чтобы стать богатым, успешным, счастливым и здоровым. Кроме того, приготовьтесь к лавине благословений, превосходящей ваше самое смелое воображение. Я превращаю ваш недостаток в изобилие. Старательно берегите свое время, уделяйте приоритетное внимание своему здоровью и экономьте свою энергию. Будьте проницательны в своей профессии, избегайте злобных замечаний и никогда не предавайте тех, кто к вам обращается. Не разделяйте свое сердце и не подводите тех, кто доверяет вам и предлагает настоящую поддержку. Однако не возлагайте надежды на склонных к ошибкам людей. Я предупреждал вас бесчисленное количество раз и повторяю, что некоторые забывают мои предупреждения, поддаваясь обманчивым улыбкам, что приводит к горьким разочарованиям и слезам, пролитым из-за пренебрежения моим словом, которое я посылал вам так много раз. Однако, дочь моя, тебе не обязательно идти по этому пути. Это бесполезно, вы будете в безопасности, если будете сохранять бдительность и бдительность, не позволяя никому обмануть вас или украсть благословения, которые вот-вот будут принадлежать вам. Противник рыщет, как голодный лев, но с твоим обостренным сознанием никто не сможет победить тебя. Я защищу тебя, но запечатлей в своей памяти эти слова, которые я говорю тебе сегодня. Выполни свою роль, подними свой щит и свой меч, предстань перед моим могущественным словом, и никто не сможет тебя потревожить.
Скажи мне, во что ты веришь, пообещай это, напиши рукой «Я верю». В минуты таланта поднимите глаза к небу, не прячьте слез, ибо я знаю каждую боль, которая живет в вашем сердце. Я здесь, чтобы поддержать вас, очистить ваши ошибки и обновить вашу жизнь, окружить вас комфортом и любовью, в которых вы так нуждаетесь. Вы пустите слезы, почувствовав тепло моих искренних объятий. Знай, как сильно я тебя люблю. Я хочу навсегда забрать всю твою боль. Ваше путешествие было трудным. Я обращаю внимание, когда ты говоришь со мной, даже на невысказанные вещи, которые смешались с твоими слезами и дошли до меня. Я понимаю, что ты чувствуешь, что испытываешь. Знай, как сильно я люблю тебя и жажду навсегда забрать всю твою боль. Я знаю, насколько трудным был твой путь. Я обращаю внимание, когда ты говоришь со мной, даже на невысказанные вещи, которые смешались с твоими слезами и дошли до меня. Я понимаю, что ты чувствуешь, что испытываешь. Вас снова и снова недооценивали, и вы начали сомневаться в своей ценности. Слушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Мои слова полны любви. Для меня ты имеешь неизмеримую ценность, и величайшая жертва во всей Вселенной была принесена из любви к тебе. Моей кровью были оплачены ваши грехи, и я освободил вас от сожалений, чтобы вы больше не страдали. Те, кто вас унижает, совершают ужасную ошибку. Пожалуйста, простите их, и теперь высвободите весь гнев, печаль, ярость и разочарование, которые тревожат ваше сердце. Пришло время тебе простить себя, дочь моя. Знай, что я уже простил тебя. Пусть мир переполнит ваше сердце, и передайте это тяжелое бремя в мои руки. Я уже стер твои ошибки, больше нет смысла их носить. Я безмерно люблю тебя, доченька, и горячо желаю, чтобы ты прожила жизнь, полную блестящих побед. Вот почему я говорю с переполняющей любовью. Проснитесь сегодня с новым разумом и изменившимся отношением. Я даю вам способность осознать, насколько вы действительно благословенны. Чем больше вы откроете глаза, тем больше благословений вы увидите, и тем больше переполнится ваше сердце. Крепко держи меня за руку, ты знаешь, какую огромную любовь я испытываю к тебе. Начните этот день с полной убежденностью в том, что все сложится в вашу пользу. Потому что мои глаза всегда внимательны к каждому твоему шагу. Ваше доброе сердце станет плодородной почвой, где все хорошее будет процветать и станет для вас великолепным благословением. Переполнение. Крепко держи меня за руку, ты знаешь, какую огромную любовь я испытываю к тебе. Начните этот день с полной убежденностью в том, что все сложится в вашу пользу. Потому что мои глаза всегда внимательны к каждому твоему шагу. Ваше доброе сердце станет плодородной почвой, где все хорошее будет процветать и станет для вас великолепным благословением. Те, у кого сегодня назначен визит к врачу и кто несет на себе груз страха, слушайте внимательно. Независимо от результатов твоего теста, я никогда не оставлял тебя, я никогда не бросал тебя. Последнее слово всегда принадлежит мне, и у меня всегда есть силы творить чудеса.
Я глубоко желаю наполнить вашу жизнь здоровьем, жизненной силой, облегчить ваши заботы и наполнить ваше существо моим небесным покоем. Вам, которые в эту самую минуту не видят, как вы будете кормить своих детей, откройте свое сердце обновленной и непоколебимой вере. Я готовлю полный стол, чтобы вы и ваша семья могли наслаждаться моими благословениями, даже под недоверчивыми взглядами тех, кто насмехается над вашей благочестивой верой. Я позабочусь обо всех ваших нуждах, и ваша семья больше никогда не будет голодать. Встаньте смело, ибо сейчас я благословляю вашу жизнь. Я ваш верный поставщик, и вы не будете ни от кого зависеть. И вам в настоящее время, окруженному долгами и обязательствами, я объявляю вам, что нас ждет чудесный сюрприз, полностью меняющий вашу нынешнюю реальность. Вы, кто ищет достойную работу, скоро ее найдете. Не поддавайтесь отчаянию и унынию. Пусть твой поиск никогда не прекращается. Мои ангелы готовы, направляя каждый ваш шаг, чтобы вы точно знали, в какие двери постучать, и чтобы вы находили благодарность и удовлетворение в своей работе. Запечатлейте эти слова в своем сердце. Я ваш пастырь, и у вас не будет недостатка ни в чем, абсолютно ни в чем. Иди свой путь благородно и смиренно, всегда с искренней и приветливой улыбкой, потому что я очень люблю тебя и благословляю тебя. Даже если внутри твоя боль огромна, и ты чувствуешь сильное желание заплакать, я знаю, что некоторые из тех, что были скрыты до сих пор, приемлемы. Пришло время осветить мир этой исключительной благодатью, которой я благословляю вас, и ваша вера станет маяком, вдохновляющим окружающих вас протягивать руку помощи, точно так же, как вы часто вносите новую яркость в их жизнь. Сын, дочь, простая твоя улыбка обладает невероятной силой полностью изменить день того, кто, как и ты, сталкивается с болью и одиночеством. Я с вами, сынок, дочь, и этот день будет знаменательным и незабываемым в вашей жизни. Продолжайте погружаться в себя и доверяйте моему слову, потому что вы обретите огромное счастье во всех благословениях, которые вы пожнете. Выделите минутку из своего дня, найдите тихий уголок, вдали от шума, и послушайте эти слова, полные любви и привязанности, которые я испытываю сегодня специально для вас. Не игнорируйте это сердечное послание, отправленное со всей моей любовью. Что ж, я вижу все усилия, каждую битву, с которой вы сталкиваетесь, чтобы двигаться вперед. Эти слова адресованы вам. Я твой отец, я люблю тебя безоговорочно и каждый день прихожу к тебе навстречу. Я освещаю твои дни солнечным светом, окружаю тебя теплой любовью, защищаю от холода и удовлетворяю твои самые знойные дни. Я обращаюсь непосредственно к вашему чувствительному сердцу, которое было ранено, унижено, оскорблено и унижено. Что он чувствовал себя одиноким, брошенным, растерянным, лишенным цели и направления. Я обращаю ваше внимание на детали, которые иногда остаются незамеченными из-за сокрушительного груза, который вы несете на своих плечах, груза, который иногда мешает вам молиться или искать меня. Но я на тебя не сержусь, я тебя понимаю. Моя жертва ради тебя огромна, и ничто, абсолютно ничто не остановит меня.
Ну, я уже решил, благословлю тебя. Сегодня я пришел, чтобы развеять вашу печаль. Я хочу вырвать из вашей жизни те эмоции, которые тяготят вашу душу, эти воспоминания и чувства, которые порой снова ввергают вас в отчаяние. Я каждый раз слышал, что ты чувствуешь себя обесцененным, непонятым, уставшим отдавать все во имя любви, не получая ни крохи понимания и внимания. Вспомни меня, пригвожденного к этому кресту, жестоко принявшего горький уксус. В минуты молчания вы просите простого жеста сострадания, но в ответ получаете оскорбление, ложную дружбу и разочарование. Но помните, я тоже был предан, пригвожден к нечестивому кресту, но я воскрес силой и славой, чтобы вам больше не пришлось страдать. Я твой Бог, почувствуй мое присутствие сегодня. Читайте и слушайте, вы не одиноки, я люблю вас. Плачьте, но пусть это будут слезы счастья, проливайте слезы радости, ведь это тот ответ, которого вы так долго ждали. В своем сегодняшнем путешествии помни, никогда не забывай, что, несмотря на бури, твою борьбу, твои ошибки, даже если кажется, что все против тебя, оставайся глубоко в твоей душе, я с тобой. Я укрепляю его со всей любовью. Ты не один, я тебя очень люблю. Все, кроме всего самого себя, разрешится. Ваше сердце чисто, и я лично благословлю и умножу каждое ваше доброе дело. Ты, кто сегодня идет к врачу полный страхов, не забывай, я с тобой, я никогда тебя не оставлял, я никогда тебя не бросал. Последнее слово за мной, и у меня все еще есть огромная сила творить чудеса. Это мое непреодолимое желание наполнить вас здоровьем, избавить вас от забот и наполнить ваше существо своим непоколебимым покоем. Вы, кто задаетесь вопросом, как вы собираетесь кормить своих детей сегодня, оставайтесь твердыми в этом обещании. Я готовлю стол для фарта, полной провизии, чтобы вы и ваша семья могли вкусить мои восхитительные благословения. Вы с улыбкой заплатите все свои долги, и у вас еще будет возможность стать ближе. Оставив все ваши тревоги и опасения, я скоро удивлю вас обилием необыкновенных событий. Приготовьтесь к безграничному процветанию, оптимальному здоровью и огромному богатству. Бремя стресса, разочарования и бессонных ночей, которые отягощали вас, скоро закончатся. Освободите свои тревоги, страхи, стресс и боль, потому что я устраню их. Вместо этого я наполню вашу сущность спокойствием, любовью, исцелением и обильными благословениями. Приготовьтесь, ибо Бог собирается искоренить все вредные влияния и отсечь все пути, которые могут сбить вас с пути. Сегодня я постановляю, что никакое зло, случившееся с вами, будь то связанное со здоровьем, временем, финансами или семьей, не будет процветать во имя Иисуса. Вы переходите от состояния подавленности и усталости к состоянию изобилия и удовлетворения. История вашей жизни вот-вот изменится, наполнившись счастливыми событиями и счастливыми моментами. За короткое время Бог облегчит вашу боль, заботы и трудности, даровав вам крепкое здоровье, радость и спокойствие. Доверяйте невидимому, верьте, что все придет в гармонию, и приветствуйте следующий сезон благословений.
Бог стремится восстановить каждую сломанную часть вас и даровать вам целостное исцеление, как физическое, так и эмоциональное. Приготовьтесь к сезону прорывов, в котором на ваши запросы будут даны ответы, и вы будете радоваться грандиозным триумфам вместе со своими близкими. Иисус заверяет вас сегодня, что укрепит вас перед лицом ваших трудностей. Это наполнит ваше существование изобилием и положит конец любому периоду засухи, через который вы прошли. Введите 111, чтобы принять его. Иисус провозглашает, что благословение, исцеление, любовь, новые возможности и благосклонность ждут вас в ответ на ваши молитвы. Давайте помолимся вместе. Божественный Отец, я выражаю благодарность за свое творение и за безоговорочную оценку себя. Я вечно благодарен за жертву Иисуса, который умер, чтобы искупить меня от моих преступлений. Я признаю и прошу прощения за случаи, когда мои решения противоречили вашим учениям. Как христиане, Святой Дух обитает внутри нас и дает нам утешение и силу. Во времена разочарования соединитесь с Иисусом через молитву. В своих мольбах приглашайте Бога в свой дом, ищите облегчения в своих невзгодах и молите о безопасности и исцелении для своей семьи. Каскад чудес нисходит в вашу жизнь с неудержимой скоростью. Следующие 3 дня будут наполнены необыкновенными благословениями, беспрецедентными событиями и прорывами, превосходящими ваше воображение. Бог разрушает все негативные циклы, которые тянули вас вниз. Вы вступаете в новую фазу освобождения, изобилия и богатства. Какие бы заговоры против тебя ни замышляли противники, всегда помни, что Господь, Бог твой, на твоей стороне, защищает тебя и направляет тебя. Пусть Бог искоренит все ваши боли, тревоги и трудности, заменив их крепким здоровьем, безграничной радостью и внутренним миром, превосходящим понимание. Бог активно посылает чудеса, благословения и улучшения, специально предназначенные для вас. Он жаждет, чтобы вы нашли исцеление и восстановление в различных аспектах своей жизни. Помните, что у вас есть Небесный Отец, который является вашей главной поддержкой. Он питает к вам глубокую любовь и желает для вас самого лучшего. Доверьтесь Ему и верьте, что Он сдержит свои обещания. Вы не одиноки в своих невзгодах, Бог с вами, готовый дать вам силы и поддержку, когда вам это нужно больше всего. Чтобы получить его, напишите на номер 1212. Господь подтверждает, что вас глубоко любят и ценят. Будьте уверены, что я буду вечно радоваться вашим победам и утешать вас в минуты печали. Это твоя последняя ночь слез, тревог и бремени. Божья рука сейчас восстанавливает утраченные возможности и время, принося в вашу жизнь благословение изобилия, крепкое здоровье, радость и счастье. Уверенно заявите: «Сегодня я готов получить избыток любви, исцеления и изобилия, которые по праву принадлежат мне. Я верю в чудесное исцеление всей моей семьи и верю, что чудеса проявятся тогда, когда мы в них больше всего нуждаемся». На горизонте появляется великолепная возможность, готовая революционизировать вашу жизнь.
Быстрое улучшение вашего финансового положения неизбежно, что позволит вам без страха погасить свои долги и счета. Боже, я отдаю Тебе все свои тревоги, ситуации, страхи и неуверенность. Даруй мне силу, направление и ясность видения. Дорогая дочь, найди утешение, ведь я уже работаю для тебя. Я обращу вспять все негативные обстоятельства, благословлю вас и ваших близких и облегчу ваши страдания. Сохраняйте веру, потому что Бог на вашей стороне. Чудеса грядут, и ваша жизнь вот-вот изменится к лучшему. Любовь Божья к вам безгранична и непрестанна. Какими бы ни были ваши прошлые ошибки, Бог заботится о вас, как пастырь, заботящийся о своем стаде, и приведет вас к мирным и радостным переживаниям. У Бога есть планы на вашу жизнь, которые превосходят ваше воображение, поэтому доверьтесь Ему и Его безупречному выбору времени. У меня есть способность превращать невероятное в реальность, проливать свет на тьму и залечивать ваши трещины. Помните, дорогие, что Иисус, мой возлюбленный Сын, является источником жизни с избытком. Те, кто ищет Его с открытым сердцем, никогда больше не будут алкать или жаждать. Моя цель – изменить вашу жизнь, совершая чудеса, которые находятся за пределами человеческого понимания. Даже сейчас, за кулисами, я превращаю ваши печали в радость, а ваши страдания в богатство. Возлюбленные дети, держитесь своей веры, ведь я всегда рядом. Примите чудеса, которые я готов даровать вам. Откройте свое сердце и с непоколебимой уверенностью примите изобилие, которое вас ожидает. Позвольте моей любви преобразить каждую грань вашей жизни. Напишите 1515, если для вас это что-то значит. Господь заявляет: идите с уверенностью, признавая мое присутствие рядом с вами, ведя вас к вашей божественной цели. Пусть это послание благословит вас и приблизит к ощущению моего божественного присутствия. Принимайте и цените все хорошее, что с вами происходит. Как текущая река, это подарки от меня, испытывающего к вам глубокую привязанность. Пусть моя благодать, способная изменить вас к лучшему, коснется каждого аспекта вашей жизни. Когда вы доверите мне свои тревоги и страхи, я заменю их миром и непоколебимой верой. Помните, вы никогда не одиноки на этом жизненном пути. Я всегда с тобой, иду рядом с тобой на каждом этапе пути. Когда ты счастлив, празднуй и благодари, зная, что я – источник всего добра. Когда вы грустно, найди утешение в моих любящих объятиях, потому что я могу исцелить твое разбитое сердце. Открывая свое сердце для получения, готовьтесь к сверхъестественным изменениям во всех сферах вашей жизни, от работы и финансов до здоровья и отношений. Я готов обильно благословить вас, но вы должны присоединиться ко мне в молитве, согласовав свои желания с моей божественной волей. Дорогой Бог, я смиренно благодарю Тебя за то, что Ты привел нас в декабрь. Со всем уважением я прошу Вашей защиты, чтобы защитить наши семьи и близких в течение этого месяца. Храни нас, дорогой Господь, защищая от зла и трудностей. Я источник изобилия и процветания, поэтому, как бы кто-то ни пытался навредить вам в финансовом отношении,
помните, что я защищу ваше процветание. Я всегда наблюдаю за тобой, направляя тебя к радостной и полноценной жизни. Вступая в эту новую неделю, приготовьтесь к счастью, прекрасным временам, замечательным людям, благословениям и выдающимся результатам. Я здесь, чтобы сопровождать вас в этом путешествии, принося вам радость и удовлетворение. Помните, что я Бог чудес. Когда вы чувствуете себя подавленным и думаете, что вся надежда потеряна, я могу вмешаться и послать чудо, чтобы поднять вам настроение. Доверьтесь моему идеальному моменту, поскольку я постоянно работаю за кулисами, чтобы организовать чудеса от вашего имени. Во времена нужды и бедности доверься мне. У меня есть сила превратить ваш недостаток в изобилие, а вашу борьбу в победу. Я спешу ваши долги, полностью оплачу ваши счета и изменю ваше финансовое положение. Если вы придете ко мне, я благословлю ваш дом, вашу семью, вашу еду и ваши путешествия. Ваше доверие ко мне гарантирует восстановление вашего здоровья, обильные блага, свободу от долгов и стирание неприятных воспоминаний. Подобно дереву, растущему на берегу ручья, вы будете обладать глубокими, крепкими корнями, яркими зелеными листьями и крошечными семенами, которые размножаются, распространяя вокруг себя удачу. Не беспокойтесь о палящей жаре, вы предлагаете убежище от солнца и комфорт самым обездоленным во времена нужды. Ваши дары гарантируют постоянное изобилие, а моя благосклонность и спокойствие будут почтить вас. Будьте уверены, все ваши усилия сбудутся и ваши мечты осуществятся. Даже посреди хаоса вы и ваши близкие останетесь под защитой. Мои ангелы окружают вас, предлагая защиту и обеспечивая вам вечное счастье и мир. Я рядом с тобой, успокаивая страхи и переживания. Я готов поддержать вас. Моя мощная правая рука служит твоей защитой. Помните меня во всех своих делах и совершайте их с добротой. Ваше усердие будет вознаграждено великолепным наследством от меня. Имейте непоколебимую веру в меня, отказываясь от зависимости от вашей мудрости. Признавайте меня во всех своих действиях, и я открою вам легкие пути. Постоянно сохраняйте смирение и мягкость. Я тот, кто воскресит вас из мертвых, гарантируя, что даже если вы споткнетесь, ваша вера в меня гарантирует ваше воскресение. Не поддавайтесь возбуждению или агрессии, сохраняйте хладнокровие, несмотря на провокации. Я придал вам смелости, но призываю вас проявлять проницательность. Доверься мне и ищи моего лица, если страх снова охватит тебя. Я буду помогать тебе в твоем доме, моя рука будет направлять тебя и защищать от зла, наблюдая за каждым твоим шагом. Помните, я ваш Бог, я сопровождаю вас во всех ваших путешествиях. С этого момента я буду вести тебя нежным голосом, следя за тем, чтобы ты не боялся, потому что я всегда рядом, чтобы помочь тебе. Даже если завистливые знакомые попытаются воскресить ваши проступки, не обращайте на них внимания. Не позволяйте обиде и печали контролировать вас. Моя непоколебимая поддержка остается непоколебимой, независимо от того, кто уйдет. Это правда, я всегда рядом с тобой, вы имеете для меня огромную ценность.
Держитесь подальше от сплетников и тех, кто распространяет ложную информацию, они не заслуживают вашего внимания. Обратись ко мне, ищи моего лица, моего слова и укройся в моей тени, охватив все любовью. Я замысловато спроектировал небо, горы и море. Пока жизнь нечестивцев ограничена, ваши дни будут бесконечными. Жизнь истины теперь предлагают множество вариантов. Ваша благодарность возникает в ответ на мое прикосновение к вашему сердцу. Рассчитывайте на мои постоянные благословения и доверие, которые приходят с моим присутствием. Не бойтесь застенчивых людей, которые пытаются подчеркнуть ваши недостатки. Я стер и простил их, воды внизу полностью поглощают эти нарушения. Я освобождаю тебя от мысленных и эмоциональных цепей и скрытых печалей. Ваше мировоззрение изменится, и я придам вам больше смелости, чтобы с рвением противостоять жизненным трудностям. Те, кто доверяет мне, получают лучшие подарки, которые может предложить этот мир. Противостаньте развращающему влиянию власти и смиренно держитесь моего слова. Небеса радуются, когда вы принимаете вас как своего Спасителя и Господа, живя жизнью веры и послушания. Все украденное у вас будет возвращено, двигаться вперед с гордостью. Твоя судьба в моих руках, ваши противники побеждены. Поспешите молиться всем своим сердцем о чудесных вещах, которых вы желаете, и я предоставлю их вам бесплатно. Я обещаю вам справедливость, и я наблюдал за каждой вашей борьбой и усилием. Вы сохранили хладнокровие, несмотря на то, что ваши оппоненты использовали вас. Не питайте гнева и не стремитесь отомстить, будьте уверены, я лично обращусь к тем, кто вас обидел. Примите это слово, которое окружает вас любовью и мудростью, укрепляя ваше сердце. Я даю вам огромную смелость принимать решения, и мой свет будет освещать ваш дом и рабочее место. Не бойтесь закрыть дверь перед пожирателем и ложными друзьями, доверься только мне. Каждое утро вшивайте мое послание в свое сердце и поливайте этот сад, чтобы росли пышные деревья и цветы, приносящие жизнь и благословение тем, кто вас окружает. Я дарую вам чувствительность и духовный интеллект для принятия обоснованных решений, свободных от внешнего давления. Никто не будет манипулировать вашими эмоциями. Мое спокойствие восстановит тебя, растворив весь стресс и освободив от врагов. Уделяйте мне время каждый день и цените моменты, проведенные со своей семьей. Улыбайтесь и здоровайтесь каждое утро, не держа обиду до вечера. Избегайте грубости и обвинений. Прежде чем принимать важные решения, спросите мое мнение. Не приносите рабочие проблемы домой, когда вы устали. Добрый ответ успокаивает гнев, жесткая реакция никогда не приемлема. Никакое нечистое слово не исходит из ваших уст, священный источник чистоты должен пронизывать каждое пространство. Спокойствие и внутренняя гармония наполнят ваш дом. Постарайся, для вас ничего не поставлено на карту. Сделайте так, чтобы мое слово нашло отклик во всем вашем доме. Когда вы превозносите себя, позвольте вашим стенам дрожать. Разместите утвердительные предложения рядом с понятными изображениями.
покажи мне, как этот священный текст меняет тебя и твою семью ради моего одобрения. По мере вашего личностного роста ваши близкие будут чувствовать вдохновение и воспринимать меня как нечто большее, чем просто ритуал. Помните о моей милости, поклоняясь мне и слушая мои слова. Почувствуй мое теплое сердце, когда я нежно держу тебя в своих объятиях, понимание и реализация сближают нас. В вашей жизни происходит прекрасная метаморфоза. Каждый прожитый день свидетельствует об укреплении вашего характера. Когда вы сталкиваетесь с сегодняшними проблемами, помните, что я поддерживаю вас, признавая вашу любовь и веру в меня. Я гарантирую вашу защиту от опасности, обеспечивая ваш триумф. То, что у вас отобрали, будет восстановлено, а ваши навыки и таланты расцветут, подняв вас на почетное место. Вы получите новую одежду и освященные масла, отмечающие вашу эволюцию, а шрамы прошлого постепенно исчезнут. Вина, которую вы несли, тонет в море, а проблеск надежды остается постоянным спутником. Когда вы выйдете на улицу, мой голос будет сопровождать вас, а когда вы вернетесь в свою постель, мое присутствие будет ощущаться. Поиск себя с верой приносит утешение и спокойствие. Отец, Сын и Святой Дух принесут вам в этом году много запланированных благословений. Готовьтесь тщательно, ведь когда я нежно касаюсь вашего сердца, мои слова передают любовь. Утренняя молитва становится приятным временем, летающим, как птицы, в небе. Ваши пожелания и многое другое будут исполнены. Мир, безопасность, эмоциональная сила и знания – это дары, которые даются вам, когда вы прислушиваетесь к своим желаниям. Доверие моему слову дарует вам благословение, и вся ваша семья, защищенная моим внимательным взглядом, без страха выполняет истинную миссию. Благодаря вашей вере происходят чудесные вещи. Когда вы молитесь, мой Святой Дух направляет и утешает вас, двери небес широко открыты. Сохраняйте свое желание искать меня живым, ибо вас ждет много благословений. Подойди ко мне, ибо твой голос свидетельствует о доброй воле и искренности. Даже если мой ответ может показаться запоздалым, знайте, что я всегда отвечу, когда я вам понадоблюсь. Если желания не исполняются мгновенно, сохраняйте надежду и терпение. Даже когда комфорт кажется далеким, будьте терпеливы, поскольку в сверхъестественном мире, где происходят невидимые события, мои действия имеют цель. Обратите внимание на мои слова, ибо я защищаю вас от скрытых угроз. Сегодня ваш путь будет освящен, что облегчит ваше путешествие. Вы находитесь на распутье, поднимите руки в знак благодарности, вспоминая те времена, когда я отвечал на ваши молитвы. Помнишь, как я оставался рядом с тобой, когда ты нуждался во мне? Эти воспоминания укрепляют вашу уверенность, поскольку я снова обращаюсь к вам. Высвобождает скрытые стремления и фантазии, с моего разрешения и помощи достигнете того, что раньше было недосягаемо. Сейчас настало время начать все сначала, собрать кусочки, чтобы прославить мое святое имя. Сила сломать деструктивные стереотипы находится внутри вас. Под моим влиянием вы в безопасности от опасности. Поразмышляйте над моими словами,
нас ждут новые важные возможности. Когда угрожает болезнь, отойдите от этого окружения. Перестаньте участвовать в греховных собраниях, ценя свою связь со мной выше мимолетной радости. Не обращайте внимания на скептиков среди старых знакомых. Ваше решение присоединиться ко мне имеет решающее значение. Когда вы боретесь с последствиями истинного прощения, они со временем исчезнут. Невероятное чудо вашей жизни будет подтверждено вашим свидетельством. Ваша семья не забыта, мир, удовольствие и спасение – плоды вашего роста во мне. Проснувшись, вселите веру в свой дом, участвуя в песнях хвалы и поклонения вместе со своими детьми. Будьте примером доброты и прощения, получая мою непоколебимую поддержку на этом пути в поисках исцеления от затянувшихся ран. Со временем эти раны заживут и исчезнут из вашего тела и памяти. Ваши прошлые ошибки не будут преследовать вас. Позвольте моему Святому Духу ежедневно наполнять ваше сердце, чтобы справиться с всплытием воспоминаний, следя за тем, чтобы ваш язык оставался нетронутым обидой и запечатывая ваши губы, когда нужно высвободить боль. Впитайте всю бодрящую воду, которую может предложить эта река. Воспользуйтесь моментом и насладитесь своим новым началом. Обнимите его, доверьтесь ему и примите его с радостью. Независимо от времени, пожалуйста, знайте, что вы и ваши близкие в моих мыслях и молитвах. Не стоит бояться чрезвычайных ситуаций, ничего нельзя сделать. Опасности этого мира сбивают вас с пути и не оставляют выхода. Мое дыхание жизни пришло, чтобы вселить вас, но я также пришел, чтобы укрепить вашу веру. Откройте широко свои духовные глаза и покажите, что, несмотря на ваши многочисленные недостатки и трудности, ценность, которую я придаю вам, и любовь, которую я испытываю к вам, не исчезнут. Ты упал в яму, но я спасу тебя. Я говорю с вами и выведу вас на более высокий уровень духовной силы. Ты мне очень нравишься. Каждое утро я чувствую себя обязанным сообщить вам об этом. Память о моей останется свежей в вашей памяти, когда взойдет солнце. Знаком того, что моя доброта свежа и мой дух призывает вас к молитве, будет, когда мой свет начнет сиять в вашем окне. Ты поделишься со мной своими эмоциями, поделишься со мной своими планами, скажи мне, что у тебя на уме, и я успокою тебя и исполню твои желания. Самое главное, что, доверившись мне всем сердцем, хотя бы на мгновение, вы ощутите мою безмерную любовь и безопасность, с которой сталкиваетесь каждый день. Твои слезы были написаны фиолетовыми иероглифами на листьях, и я их сжег. Ваши проступки давно похоронены в моей памяти. Все, что причиняет вам боль, более того, я выдернул вручную с корнями, которые постоянно возвращаются, чтобы мучить вас своими страданиями. Я освобождаю тебя, я уверен, вы говорите мне, что считаете эти слова на бумаге. Благодаря этой любви я свободен навсегда. Вы не заплатили мне за свою свободу и не достигли ее благодаря своему совершенству. Я прекрасно понимаю, что мы не можем спасти себя от вечного наказания. Ваша свобода и ваши долги оплачены, ваша победа обеспечена. Мои обещания удобны, потому что они подписаны чудовищной,
удивительной и восхитительной любовью. Я не хочу, чтобы тебя арестовали, не просите меня дать вам объяснение. Живите этим, переживайте это, мечтайте об этом и включайте это. Эта фантастическая любовь наполняет ваше сердце чем-то, чему вам не нужно было доверять. Потому что люди беспокоили вас. Смотри, Создатель Вселенной пришел, чтобы попытаться найти тебя, чтобы сказать, как сильно я тебя люблю. Я послал вам эти предложения самым неожиданным образом. Вам не нужно посещать какие-либо места или подниматься на гору, чтобы услышать мой голос. Я хочу коснуться твоего сердца здесь и сейчас, в эту минуту. Вы уже чувствуете, что к вам может быть чудовищная любовь, даже если вам и не нужно ее получать. Я так сильно люблю тебя, что никогда не помогу тебе, никогда не покидай меня. Так прими эту новую жизнь без одиночества и забот в объятиях моей любви, плыви в океане счастья, пока моя любовь направляет твои парусы в порт, где ты получишь венец победы. Там вы будете благословлены вечной радостью, процветанием и святыми богатствами, которые не сможет украсть ни один вор. Если вам нужно изменить свой образ жизни, возможно, вам придется отпустить все свои сомнения. Враг терзает ваш разум сомнениями, потому что он не хочет, чтобы вы лучше меня поняли, сами увидели, как сбываются все мои обещания. Вы наследник бесчисленных благ. Иногда облака страха затуманивают ваше видение, заставляя вас беспокоиться о вещах, которые никогда не произойдут с людьми, которые действительно не имеют над вами власти. Сохраняйте спокойствие, я настаиваю. Не слушайте слухи, сплетни или угрозы, которые пытаются отклонить ваш путь. Здесь я устанавливаю правила, имею последнее слово и имею верховную власть над вашей судьбой. Штормы уже заканчиваются, темные тучи, окружавшие вас, рассеиваются. Я окружаю тебя силой своей крови, и твои враги потеряны, они бегут в отчаянии. Никакое колдовство, проклятие, клевета или ложь никогда не будут иметь над вами власти. Я слышал твой отчаянный крик и твою душу, погружающуюся в воды страха, но я сам пришел приказать морю и ветрам успокоиться. Силы зла увидели ваше падение и решили воспользоваться вашей уязвимостью. Но помни кое-что важное, ты мой. Моя рука защищает тебя и никогда не отпустит. Я люблю тебя, и я всегда с тобой. Мое решение неизменно. Я иду освободить тебя, и я держу свое обещание. Пожалуйста, не говори, что ты не можешь в меня поверить. Не увлекайтесь прошлой болью. Не позволяйте своему разуму заполниться этими мрачными мыслями отчаяния. Уверяю тебя еще раз, ты мой, ты принадлежишь мне. Даже если вы совершили большие ошибки, даже если ваши друзья обижены, даже если весь мир отвергает вас, и вы чувствуете, что Вселенная рушится на вас, это правда, я ваш друг, ваш защитник. Я приду, чтобы защитить вас и представить доказательства, чтобы вы знали, что вас освободили. Вы выйдете из этой тюрьмы депрессии. Я искореню корень твоего отчаяния. Я покрою тебя маслом радости. Я возьму в свои руки твои мысли. Сегодня я исцелю твою жизнь.
Отдыхай, плачь, дай выход и расскажи мне все, что ты чувствуешь, хорошее или плохое, когда говоришь или пишешь. Или оставайтесь неподвижными и позвольте своим мыслям течь. Сегодня твои страдания закончатся. Вам не нужно ждать до завтра. Прямо здесь, в твоей комнате, я окутываю тебя любящими объятиями и исцеляю тебя своей любовью. Это чудо. Ты слышишь мой голос. Я исцеляю твою душу. Это реально. Вы не можете себе это представить. Теперь сделай свою часть. Я хочу видеть вашу веру и преданность, когда вы выходите из дома навстречу этому дню. Я превращу твое лицо из печали в радость. Но не сопротивляйтесь и покажите миру свое счастье. Исцелите свою семью своей сияющей улыбкой. Приветствуйте каждого встречного уважительными словами. Выйдите со всем мужеством, которое у вас есть, и крикните миру: «Вот я, мой Бог обновил меня, исцелил мое сердце, написал свое слово в моей душе. Я больше не пленник запустения». Поднимите руки в знак победы и поднимите свой голос. Не стыдитесь показывать всем свою радость и счастье. Вы больше не будете получать поддержку от критиков. Я также не позволю вам расстраиваться из-за негативных слов. Живите своей жизнью, заботьтесь о своей семье, цените свою духовную жизнь. Не упустите эту возможность. Вы больше не будете нести это бремя на своей спине. Теперь вы можете с легкостью дойти до места назначения, а когда устанете, я вам помогу. Я обниму тебя, если понадобится, но ничто другое не сможет тебя остановить. Враг пытался уничтожить тебя цепями прошлого, но я заявил тебе: ты мой. Я пришел и спас тебя. Теперь у тебя есть жизнь в изобилии, и я даю тебе силу растоптать силы зла. Ничто, абсолютно ничто не может причинить вам вред. Я тебя люблю. Почувствуйте себя окутанным и безопасным под моей божественной защитой. Я прихожу к вам каждое утро со словами мира и исцеления, шепчу умиротворение, обновляя целостность вашей души и духа. Мое желание – укрепить вас, утешить, чтобы вы увидели, поняли и поверили, что есть кто-то, кто по-настоящему любит вас, и что мои обещания станут для вас прочной опорой. В этом оазисе спокойствия вы сможете расслабиться. Отойдите на мгновение от суеты этого мира и примите в своем сердце эту сладкую любовь, которая принадлежит вам. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты это чувствовал, верил и доверял этому. Хотя многие пытаются истощить вашу энергию, ваш дух и вашу мотивацию, не бойтесь, потому что я здесь. Я могу держать тебя на руках, как любимого сына. Он берет вас за руку и ведет по тихим тропинкам, пока мир теряется в хаосе. Здесь вы нашли лучшее убежище, в свободе открыться мне, высказать свои мысли, поделиться своими радостями и печалями, и всем, что тяготит ваше сердце. Не бойтесь. Я глубоко знаю, кто ты, и никогда не оставлю тебя. Даже когда вы говорите то, что я уже знаю, моя цель состоит в том, чтобы вы научились доверять и проявлять свою веру с уверенностью, что во мне вы найдете понимание, прощение и всегда новые возможности.
Не тревожьтесь невзгодами, которые возникают и проходят, ибо мое присутствие в вашей душе вечно. Я дал тебе силу и власть противостоять всему злу, и мои армии всегда вокруг тебя, чтобы защитить тебя. Бог выведет вас из этой долины унижения и поставит на пьедестал чести, которого вы заслуживаете. Все, кто видел тебя смиренным, засвидетельствуют о моей могучей руке, возвышающей тебя, и все узнают, что ты Сын Всевышнего, а я твой могучий Отец. Давайте помолимся вместе. Но сначала послушайте внимательно. Если вы считаете, что этот пост может принести пользу другим, прошу вас поставить лайк. Ваш вклад важен для охвата большего числа людей, которым, как и вам, тоже нужно слушать и получать благословение. Оставив лайк сейчас, вы измените ситуацию к лучшему и будете за это глубоко благословлены. Отец, прямо сейчас я взываю к Господу, чтобы Он освободил все, что застоялось, все, что удерживается в духовном мире, во имя этого человека, который меня сейчас слушает. Всемогущий Боже, пусть каждая сила врага, каждая сила зла, каждое проклятие, каждая цепь пленения, каждый узел цепи будет теперь Отцом, сломанным и брошенным на землю. Теперь, Господь, позволь Твоей силе обрушиться на этот дом, на этот очаг и на его семью. Пусть все плохое влияние отступит. Отпустите все, что мешает этому человеку выполнить ваши обещания. Господь, действуй сейчас в этом духе. Боже, удали из разума этой слушательницы любого врага, который заставил ее чувствовать себя побежденной, обескураженной, подавленной и грустной. Прояви свою силу сейчас, Господь, и уничтожь в этот самый момент каждую сатанинскую власть, которая существует над этим человеком, над этим домом. Сломай, Отец, любую силу, которая делает этого человека непокорным, вспыльчивым, страдающим паническими атаками, тревогой. Уничтожьте своей устрашающей силой всю злобу, направленную на это существо, не давая этому человеку продолжать свое понижение в должности. Это способствует реализации ваших проектов, вашему росту, вашему процветанию и достижению ваших целей. Разрушь своей силой всякое злое дело, задуманное против этой жизни, чтобы этот человек больше не погряз в неудачах. Пусть вы реализуете свои планы, процветаете, преуспеваете и достигаете своих целей. Отец, освободи ныне полноту врага, который витает над этой жизнью, преграждая ей путь. Господи, у этого человека есть все, но счастье его омрачено. Разорви в этот момент эту цепь, которая удерживает ее, Отец. Освободите свой разум и тело от этого порока, который лелеет другая душа. Отец, она тщетно борется с этой пагубной зависимостью. Господи, разорви эту цепь немедленно. Изгоните сейчас во имя Иисуса этот разрушительный дух, который поглощает ее. Боже, пролей свои благословения на эту семью сейчас. Пусть те, кто слышит мой голос, действительно узнают, что ваше изобилие и процветание изливаются на них. Господи, освободи этот заблокированный процесс правосудия. Боже, даруй освобождение от этого уединения, от этого исцеления, Отец. Выпустите эту акцию, это увеличение сейчас же.
Действуйте сейчас, чтобы освободиться из этого плена, сэр, предоставив продвижение возможности, отец. Откройте дверь пошире, сэр. Используйте свою силу, устраните все препятствия. Боже, теперь разрушь все, что до сих пор мешало осуществлению обещания для этого человека. Действуйте своей силой сейчас. Не пренебрегайте мной, я с огромной любовью выражаю нечто очень ценное, потому что сегодня мне есть чем поделиться с вами чем-то чрезвычайно ценным. Если вы обратите внимание на конец, вы будете обильно благословлены. Прежде чем мы попрощаемся, дорогой друг, я призываю тебя поделиться этим посланием надежды и благословения со своими близкими. Шепните эти слова тем, кто в них нуждается, протяните руку и поделитесь полученным светом. Если вы еще этого не сделали, подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше вдохновения и слов силы. Вместе мы можем распространить любовь и трансформацию в каждый уголок мира. Помните, что вы являетесь каналом благословения, и, делясь этим посланием, вы помогаете создать круг позитива и любви. Пусть каждое слово, сказанное нами сегодня, укоренится в вашем сердце и сердцах окружающих вас людей. Пусть благословение целостности, освобождения и прогресса всегда будут с вами. До следующего раза посылаю вам всю свою любовь и глубочайшие благословения. До скорой встречи!